Свердловской области погиб солдат-срочник из Башкортостана. По предварительной информации, 20-летнего Ильдара Сиразева ударило током. Но родственники пока не могут поверить в эту версию. Сейчас идет следствие. В Самару отправлены биологические материалы. Результаты экспертизы будут готовы через месяц. Сегодня прошли похороны на родине молодого человека в Уфимском районе. Тело домой сопроводили офицеры. Матери погибшего выплатят 3 миллиона рублей. Но никакие деньги не заполнят утрату. Расскажет Анастасия Ильчеваева. Идет с садика: мам, меня в садике обижают, говорит. Я говорю: сынок, а ты сдачу дай. Карманы выворачивает, у меня сдачи, говорит, нету. Ну как? Воспоминания – все, что у нее осталось. Последний раз она видела его живым на вокзале, когда провожала в армию. Домой Ильдар вернулся уже в гробу, в сопровождении офицеров. Старались созваниваться едва ли не каждый день. Гульсима Сиразева даже начала засыпать и просыпаться с сыном в одно время. Жила по его расписанию. Но несколько дней назад долгожданный звонок так и не раздался в доме. Зато спустя сутки пришло сообщение с неизвестного номера. Я из армии, где ваш сын служит. Возьмите трубку, вот так написано было. Я взяла, нажала, в очках уже. Нажала, он мне говорит: ваш сын умер. Я не думала, берет меня в гроб, ляжет. Я всегда по телевизору смотрела, какие родители плачут. Я никогда не думала, что вот это горе ко мне коснется. Справки о смерти указали причину – удара электричеством. По предварительной информации, Ильдар находился возле радиостанции на базе Урала. Примерно так она выглядит. Парня ударило током, когда он дотронулся до машины, сообщили родственникам. Врачам не удалось реанимировать солдата. Притянуло, да, и долго он был под напряжением. В день, когда Ильдар умер, недалеко от места службы в Екатеринбурге его тетя проходила лечение. Узнав о смерти племянника, она помчалась в воинскую часть. Там женщине вначале сказали – погиб от удара током. Но через пару минут версия изменилась. Политрук говорит, что у него сердечный недостаточность был. Я говорю: почему так? Он говорит: он здоровый парень был. Он, говорю, никогда не болел. А когда в армию призывали, говорю, он же медосмотр проходил. Не знаю, говорит, вот... Якобы его нашли в траве. Он говорит, он как вроде бы, говорит, сам один ушел. Ну, током, может, его стукнуло. Я так и сказала ему. Он говорит: а там нету, говорит, какой там ток, говорит, может быть. Затем вернулись к изначальной версии случившегося. Родственникам передали часы Ильдара, медаль и благодарственное письмо, читая которое им становится только хуже. Из дома парня провожали близкие, военные и плачущая мама, которая, не переставая, просила прощения. Сынок, может, я обижал тебя, мой сынок. Вместе с офицерами из Свердловской области приехал и сослуживец Ильдара, сам из Бурзянского района. Из Башкортостана в одну роту попало 6 ребят. Он видел погибшего за несколько часов до смерти. Машина шарит. Все знал. Домой это так хотел. Скучал по дому. В гости взял, звал к себе. До армии Ильдар закончил автотранспортный колледж. Мог определить неисправность двигателя по одному лишь звуку, говорит его мама. Мечтал по возвращению работать с машинами. Парня похоронили в паре километров от дома, на мусульманском кладбище. До дембеля оставалось 4 месяца, а в сентябре ему исполнился бы 21 год. Анастасия Ильчеваева, Ильнур Имагулов, Газиз Валитов. Новости. Уфимский район.